когда я просыпаюсь, бывает так, что я сюда хочу прям бежать. Бывает такое, бывает довольно часто, потому что здесь атмосферно, здесь уютно, здесь я создаю какие-то новые идеи в своей голове, ставлю цели. Я открыла ту дверь, которую я должна была открыть. В мир живописи, в мир масла, холста, кистей. Мои работы — это, как вам сказать, мое самовыражение. Я изображаю отчасти себя, свое внутреннее состояние, может быть. Я когда рисую, я чувствую. И я хочу вам сказать, я всегда в поиске. Когда я пишу, я всегда ищу. Я могу стереть. Я ищу, потому что я знаю, что я ищу. Я знаю, что будет в конце. И не всегда получается идти вот straight ahead, прямо, ровно. Иногда куда-то какие-то ошибки совершаешь. Но я чувствую себя в каждой своей работе. Он был всегда примером для меня. Я папина дочка, соглашусь. Не могу этого не признать. Я видела, как папа работал, я видела, как он усердно старался. Мы его видели довольно мало, потому что он большую часть времени проводил за гитарой, изучая технику, отшлифовывая свое мастерство, свой талант. Наверное, вот все эти факторы. Вообще, то, кем я являюсь сегодня, это отражение моих родителей. На первом этаже папа у нас занимается творчеством, играет. Здесь я, как я уже называю, это дом культуры. Я очень часто в процессе вырисовки или растушевки использую пальцы. Это очень удобный способ растушевать и стереть границы. В основном это делала кистями, но благодаря одному из художников, который выставляет свои мастер-классы в YouTube, это очень доступно и очень популярно, в принципе. Вот оттуда я беру очень много вот таких вот хитростей, моментов, которые мне помогают в прорисовке, в реализации тех идей, к которым я иду. Я в каждой работе использую несколько техник, и это очень удобно. И также очень важно в написании картины использовать свет и тень. Это придает реалистичность и объем картины. На первый взгляд, вот вроде бы все, я ее закончила, но я ее не закончила. Я на следующий день приду, через день приду, и я увижу, что что-то я сделала не так, и я обязательно буду это исправлять. И это классно, когда ты можешь оттачивать свое мастерство, ведь этим самым ты как бы поднимаешь свой уровень. Картина требует хорошей просушки перед тем, как ее покрыть лаком. Но здесь опять все абсолютно индивидуально. Если много слоев, то нужно больше времени потратить на это. Допустим, в среднем до полугода нужно ждать, когда картина просохнет. Поэтому я стараюсь слишком пастозно не наносить краски, чтобы они могли быстрее просохнуть. Я хочу достигнуть мастерства, такого абсолютного мастерства в художественной живописи. Это моя главная цель. Стать знаменитой, наверное, это не цель. Но быть признанной, да.